I Добрый feel like день, дорогие it's cool. друзья. Мы на ТНВ и сегодня пообщаемся с новичком Акбарсом Стефаном Декоста. Hello, Стефан. Hello. Как вам Кубок Чемпионов в роли зрителя простого, который прошел сейчас в Казани? How was your Champions Cup audience? The what? Like a fans. You didn't play. You just see this Champion Cup last The week. what Champions Cup? Oh yeah. It was difficult. I wanted to play, of course, but I didn't get to play any games. But it was nice to see that the team did really well. Было очень интересно посмотреть, как играет его команда, и он очень хотел принять участие. Команда ему очень сильно понравилась. Он был рад видеть и встретить всех. Акбарс без лидеров обыграл основных фаворитов сезона, за исключением Салавата. Какие выводы из этого можно сделать? Или предсезонный турнир не стоит каких-то серьезных выводов? Akbars win without Salat Yulayev, this player, and what are your result about this? Well, I think it shows that we have a really good team this season, and hopefully, if we play good as a team, we have the potential and the skills to have a really good chance to go far. У обеих команд был потенциал выиграть игру, и я думаю, были все шансы у Салата Юлаева. Как ваше здоровье? Почему столько пропустили? И когда тренироваться начинаете, и выйдете ли на лед уже к старту сезона, расскажите. What about your health? About your starting to train? Yeah, it's now it's good. We started a few days ago, and there's no problem with my health. We're all good. We all practiced today, and it was nice. It was nice to be with the team. Да, у меня все хорошо. Он начал тренироваться несколько дней назад с командой, и сейчас с его здоровьем все хорошо, и сегодня была уже тренировочка. Вы, Доус, Азеведа, Галиев, вы все пропустили турнир, при этом молодежь Акбарса сыграла ярко. Нет там шуточек в команде, что придется вам теперь биться за место в основном составе, и не факт, что будете играть. Не шутите? Простите, там после молодежи что было? После молодежь ярко выступила на турнире. И нет ли шуток в команде, что, мол, легионерам и лидерам Акбарса сейчас предстоит завоевывать заново место в основном составе, не боится оказаться в основном составе? So about turnier, all stars like Azvede, those didn't play this game, and young men, like young players, start to play and to win this cup. Did you have think about this, the young people to get the turnier? I mean, we were joking about it. I think it was a really good tournament. The young guys really stepped up, and they already had a good season last year. But I think this season they're going to step up even more and get even better. It's really good for the team that they can win games like this and against big teams. And the young guys did a lot of jobs, so it's really good for us. Нет, у них не было никаких шуток по поводу того, что молодые выиграли кубок. Для них это большой потенциал. В прошлом году они показали свой результат, и для них в этом году часть команды, которая может достичь успеха больше с ними в завоевании кубок. На какой результат вообще рассчитывает Акбарс в новом сезоне? Имеется в виду не официальные задачи клуба, а вот в раздевалке какие цели ставит перед собой команда, на что настрой идет между самими хоккеистами? Do you have future goals about the season? Well, I want to win the cup, so I came really close to win it a few seasons ago, but I want to win the cup. That's my main goal. I don't care about the individual season or
point or things like this. It's I want to win the cup. Его главная задача — это выиграть кубок. Все, что он сказал, да? Ну да, да. Но он сказал одно и то же все. Понятно. Как и было и в прошлом году. Мгм. Как вообще возник вариант с Акбарсом? С переходом в Акбарс. Did you have any idea to transfer to Akbars? How it was attempt? Yeah, I played with Anton Lander last year, and a lot of the other guys, Kachov and Svitov, they told me a lot about Kazan and that it's a really good organization. So yeah, I had a good idea. How do you think about the transfer to Kazan? It was for you new idea? No? What? New idea to come to Kazan? Yeah, I mean, they came up with they came up with the idea of me coming here, so I was happy to come here, of course. Но он играл с игроками Ткачевым, с кем еще там? Ландером, да, и Свитовым, и он спрашивал у них о Казани, о Акбарсе, и как бы ему очень хотелось сюда попасть. А вообще Свитов как бы долго капитанил в Акбарсе, и считалось там, что он сильный капитан. В Локомотиве он перешел буквально в прошлом сезоне и тоже стал сходу капитаном. Как Стефан оценивает его в роли капитана Свитова? Перешел в Локомотив, что там? Как он его оценивает в роли капитана? What about Svitov? Because few years. Капитан, как он, Свитов? Yeah, it was captain of Akbars, and now she became to Lokomotiv as a captain. How do you think about it? Yeah, I don't think he was a captain in Lokomotiv. Капитан Локомотива? Да, он капитаном был. Kronwall was Кронвал. captain. Yeah, so. Извиняюсь, а Свитов вам Ассистентом он был. Да, ассистентом. Свитов парижским качеством выделялся в команде Локомотива? What about Svitov? Is like a leader in the hockey? Yeah, of course. He's got so much experience, and he's older. He's an older guy. He's won cups, and it's in his character that he has a character of a leader. So he's when he talks to everybody to listen to him. Да, у него лидерские качества, характер лидера, и он этим был и в Локомотиве. Как устроились в Казани? Перевезли ли семью? Живете в Казани? Now, how you feel in Kazan? Where you live? You live with family or alone? Right now, I'm alone. My family's still back home because of the situation. I have 2 small children, so I don't want to yet. I don't want them to come. But yeah, I saw a little bit of the city, and it looks beautiful. So I think we'll be happy here. На данный момент он приехал один. Семья не может приехать из-за этой ситуации. У него 2 детей, жена, и надеется, что они приедут позже. Казань ему очень нравится, и он счастлив быть здесь. А вообще, как в семье, я понимаю, семья же ваша жила в России, это не первый год в России. Как в вашей семье в России живется? Последнее не слышно было. Как в вашей семье в России живется? So what about your family? They already live in Russia? Yeah, they always follow me every year. When I was in Moscow, they were there. In Yekaterinburg, they were there. And in Yaroslav, they were there too. Usually they come every year. How they feel in Russia? Fine. Yeah, they feel fine. They got used to it. And it's honestly, we live in Poland in the summer, so it's kind of similar cultures. Yeah, it's closer. Yeah. Да, семья за ним всегда следит. Они жили в Москве вместе, на данный момент в Польше, и для него, и для семье очень нравится Россия, потому что Россия и Польша немножко, как бы, скажем так, ближе друг к другу и чем-то похожи. То есть русская зима ни для кого сюрпризом не стала, да? Ни для вас, ни для семьи. What about Russian winter? It's difficult. Yeah, it's really cold.
But I mean, every winter in every country we go to anyway, it's pretty cold usually when there's hockey, so it doesn't bother us much. Ну, русская зима, как бы, But Russian winters, it is cold, really да, cold. очень холодно, и они стараются каждую зиму уезжать. Мгм. Вы родились во Франции, если не ошибаюсь, да? И Франция, в первую очередь, это футбол. Как вас занесло в хоккей? Почему не футбол, собственно? Или не баскетбол, который тоже хорошо развит во Франции? So we are born in France. Why not And football? yeah, why not football, basketball? It's always like the same hockey? question about this. I followed my brothers. My brothers, I have two older brothers, and they started hockey before me. So when I was 3 years old, I just wanted to do like my brothers, and so we had an arena that was 200 meters away from our home. So my brother started, and I just followed and did the same thing as them. And we loved it, so we all played hockey after that. У него есть два старших брата, которые до него уже начали заниматься хоккеем, и он, как они, позвали его играть в хоккей, за ним следит, и поэтому даже тот вариант, что как арена, да, находится в 2 метрах от дома, было очень удобно. А за футболом вообще, если, может, сейчас следишь, переживаешь, болеешь? Франция футбольная очень страна. Are you fan of football? Oh yeah, big fan. Yes. Большой фанат футбола. А за какую команду болеешь? ПСЖ? ПСЖ. А что думаешь, вот буквально на днях стало известно, вчера буквально, что Месси покидает Барселону. Месси покидает Барселону. Вот. Может, ПСЖ его к Неймару? На Манчестер Сити. Пеп Гвардиола. Пеп Гвардиола, Манчестер Сити? Понятно. Матч с Баварией смотрели, ПСЖ Бавария, финал? Финал Лиги Чемпионов. Да, конечно. Смотрели. Почему ПСЖ не выиграл? ПСЖ почему не выиграл? Didn't play aggressive. They play defense all the time and counter-attack. Они играли That's очень not their агрессивно. game. Bayern is more physical, more running. Вторая команда более сильнее, скажем так. Я нет эксперт в футболе. Что из себя представляет вообще французский хоккей? Ты уже поиграл в НХЛ, в КХЛ, там, студенческих лигах североамериканских. А на фоне этого, что из себя представляет французская лига хоккея? Please imagine French hockey for you. The what? Imagine, how you imagine French hockey for you? In the future? No. Now? How looks it nowadays? Yes. Well, I think it got better the last 15 years. I think it got a lot better with better players. A lot of guys leave when they're like 15, 16, 17 to go to another country to get better. And I think the league is getting better. I think the whole French hockey is getting a little bit better. Не так давно хоккей во Франции стал более популярным и набирает обороты. Как бы из его... Да, и лига, и... And the national team. И национальная команда, да. Вы не были задрафтованы в НХЛ, но при этом... Слышно меня, да? Вы не были задрафтованы в НХЛ и при этом выступали за Оттаву 12 матчей. Почему не удалось как бы закрепиться в НХЛ? Может, сейчас уже по прошествии времени понимаете, что-то сделали не так? Или просто в течение обстоятельств? Почему не удалось остаться в НХЛ? I was what? Not drafted. Yeah, and?
what the reasons why you didn't play a long time in the NHL? Well, because I personally felt that I didn't get a good chance in the NHL. It was always, I was considered as a young guy. So now it's different, but before it was young guy, you stay fourth line, play in the NHL with fighters. So it wasn't nothing that I wanted. And then they sent me down to AHL, and I tried 3 years like this, and I said, that's enough. I want to go and play my kind of hockey. And I think Russia was more my kind of hockey. Но он был молодым и не устоял там. Ну, его ставили в четвертое. Да, его ставили в четвертое звено, и 3 года он там продержался. Его, да, опускали 3 года, он продержался, и для него это было достаточно. И сейчас КХЛ для него более ближе. А хоккей в НХЛ прямо настолько сильно отличается от всех других лиг, что там так тяжело закрепиться? Погромче можно? Хоккей в НХЛ настолько отличается от всех лиг, что там так тяжело закрепиться? How is different NHL with other league? It was difficult. Well, it's like I said, though, it's hard to say. Of course, it's hard because there's some really, really good players, but also you can't judge if you don't play the same role. Here, I play more of a first line or first power play role. There, I never played power play, for example. Like, they never gave me the chance that I have here. So, of course, we're gonna say it's hard because, but I never got the same chance as I got here. So I can't really tell if it's hard, like 10 times harder or not, you know. Трудно сказать, безусловно, это было трудно, и здесь ему давали больше шансов играть в первом звене, да, в большинстве. А в Америке, да, в четвертом звене. Не играл больше. Ага, в Америке он не играл в большинстве. В ЦСКА вы как раз перешли из Оттавы. Какие мысли вообще были по поводу перехода? Отговаривали ли вас от переезда в Россию? Может, какие-то забавные случаи, там родственники говорили, там мафия, медведи, там и так далее. Были какие-то такие забавные, интересные случаи? Переведите ему нормально только. Чтобы понятно. Оттава. When he was in Ottawa and transferred to CSKA, what do you think about this? Maybe some joking about this transfer. She said like mafia. No. I already heard the year before that the KHL was getting better and better, and I asked a lot of people about it, and I think there's no joke about it. I think it was a good league. I would say the second best league in the world. So no, I never any joke about it. Не было никаких шуток по поводу этого. Это была одна из лучших лиг. А легко далось вообще решение переехать в Россию? It was difficult to decide to move. Well, it was because it means that I would give up my NHL career. So, but I think it was the best decision that I've made to play here, to come here in Russia. I think it was my best hockey decision. It was difficult. Yes and no. Because it's a hard decision because I wanted to play in the NHL for a long time, but it's also the best decision that I take. Это было трудное, но и лучшее решение в такой жизни. На этом прямая часть интервью, прямой трансляции мы завершаем. Полную версию текстового интервью со Стефаном де Костой читаете в ближайшее время. И также мы выложим несколько позже полную видеоверсию этого интервью. Со зрителями наших соцсетей мы прощаемся. Всем до новых встреч. Пока. So thank you. Bye. Oh, thank you. Thank you very much.